В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Массовая вакцинация от COVID-19 активно проходит в Якутии. Граждан призывают получить прививку. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит двумя участками, когда лед тронется у Якутска. День оздоровительного бега и ходьбы празднуют сегодня якутяне. С сегодняшнего дня началась массовая вакцинация для жителей города Якутска и Мегино-Кангаласского улуса. Глава Якутии поручил ускорить темпы вакцинирования от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе встречи с главными врачами поликлиник, больниц и медцентра города Якутска. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не улучшается. Рост заболевших ковидом сохраняется. Айсан Николаев поручил увеличить количество прививочных бригад в Якутске и Мегино-Кангаласском улусе, которые будут работать в поликлиниках не только в будни, но и в выходные дни с 8 часов утра до 20 часов вечера. В республику поступает достаточное количество доз вакцин «Спутник Ви» и «Пивак Корона». Мы будем работать все выходные, все рабочие дни с 8 до 8 вечера. Те, кто записаны, и те, кто еще не решился, приходите к нам в поликлинику, мы будем всех вакцинировать. Работа поликлиник наших Якутской городской больницы номер 2 будет осуществляться с 8 до 8 вечера без выходных праздничных дней. По следующим адресам: улица Кузьмина, 3, поликлиническое отделение номер 1, поликлиническое отделение номер 2, Березовая, 11 и село Маган, Маганская амбулатория, это Алымова, 12/1. Кроме того, в ближайшее время мы определим мобильные вакцинальные пункты, это в местах массового скопления людей, торговые центры, досуговые центры. Дополнительную информацию до всех доведем. Вакцинация в столице республики проводится ежедневно в усиленном режиме. Подробнее в материале Алексея Лукьяненко. В республику поступит 10 тысяч доз вакцины, и по обращению главы Якутии в Федеральный оперативный штаб принято решение о направлении в регион еще одной партии вакцины в объеме 50 тысяч доз. Кроме того, направлена еще одна заявка на 100 тысяч доз вакцин. По словам врачей, в каждом вакцинируемом пункте Якутска в день прививку получают от 100 до 150 человек в среднем. Если считать с выездными бригадами, то доходит и до 200. Вакцинация проводится ежедневно. Поступает очень большая партия, поэтому будем работать 8:30, в основном 8:30, потому что мы кабинет подготавливаем. Поэтому 8:30 до 8 часов вечера будем ежедневно работать. У нас поступила в гам-ковид ВАК, спутник Ви и Пивак Корона. Люди записываются через колл-центры, через госуслуги и через регистратуру. И приглашаются специалисты через колл-центра. СМС получают и через госуслуги тоже СМС получают и подходят по тем кабинетам, которые записаны на СМС-сообщениях. Выбрал гам-ковид ВАК. Это более для молодежи. Молодежь выбирает, более распространенная, да? Решил поставить прививку, чтобы обезопасить на всякий случай, а то случаи бывают разные. Что мне там поставили-то, как его? Спутник В, общее название. Спутник В, он считался один из самых лучших, по крайней мере, не хуже, по крайней мере, по побочкам. Сейчас вот сижу, полчаса отсиживаю, уже пошла 20-я минута, побочек нету. Мне сказали, надо сдать кровь на антитела. Я их сдала. Оба анализа оказались отрицательными. И я соседку попросила, чтобы она узнала, где делают прививки. Сказали, в 3-й поликлинике. Делают 2 вида. Вот я и пришла. Спутник Ви буду ставить. Соседи уже все сделали. Теперь развернуть новые пункты возможно на территориях автовокзала, учреждений культуры, торговых центров, в офисах МФЦ и документы, оборудованных необходимыми условиями для проведения вакцинации. Сейчас второй компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции можно получить не только там, где ранее был получен первый компонент препарата, а в любом прививочном пункте. Как рассказала Марьяна Никитина, на сегодня привитых граждан старше 60 лет порядка 40%. У нас население в основном привито. Старше 60 лет 40% населения уже привито. Сейчас мы делаем вакцинацию 2 вакцинами. Вакцина гам-ковид ВАК «Спутник Ви»,
московской фирмы, и Эпивак Корона – это новосибирской. У нас вакцинация идет ежедневно с 8 часов до 8 вечера, без выходных. Которые не могут приходить на вакцинацию в поликлинику, а участковые медсестры делают на дому. Ну, с врачом приезжают, и в основном мы делаем там Эпивак Корону. Напомним, ранее глава республики Айсе Николаев поручил увеличить количество прививочных бригад в Якутске и Мегино-Кангаласском Улусе, которые будут работать в поликлиниках не только в будни, но и в выходные дни с 8 утра до 20 часов вечера. Для получения вакцины можно обратиться в любую поликлинику с паспортом, медицинским полюсом и СНИЛСом. Алексей Лукьяненко, Илья Сыромятников, Якутск. В Мегино-Кангаласском районе вакцинацию от новой коронавирусной инфекции проводят в Маинской поликлинике, а в селах во врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. В Маинской поликлинике на сегодняшний день получили вакцину 418 человек. Первый компонент вакцины – 199 граждан. Ожидается вакцина Гамковид в количестве 11 тысяч доз. В плане должны быть вакцинированы 70% населения Мегино-Кангаласского улуса. В наличии у нас имеется вакцина Гамковид, двухкомпонентная вакцина. Дорогие жители нашего улуса и гости, вас призываем привиться от этого коварного заболевания. И надо учитывать, что вакцинация – это стопроцентная защита от этого заболевания. Тем временем 106 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. Так, в Якутске 65 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 21, в Нерюнгринском и Кобяйском районах по 4 инфицированных, в Усть-Алданском районе 3, в Ленском, Намском и Чурапчинском районах по 2 случая заболевания и по 1 в Алданском, Вилюйском и Горном районах. Переходим к другим темам. 6 крупных лесных пожаров локализовали в 2 районах Якутии. За сутки их количество увеличилось на 8 очагов на общей площади почти 174 гектара. Локализованы пожары на общей площади 216 гектаров в Нюрбинском и Намском районах. Особый противопожарный режим действует на территории Миконского, Татинского, Тампонского и Нюрбинского районов. На территории республики действуют 22 природных пожара на территории Верхневилюйского, Горного, Намского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Сунтарского, Татинского, Усть-Майского, Хангаласского районов и близ Якутска. Общая площадь, пройденная огнем с момента обнаружения, составляет 378 гектаров. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах. Теперь поговорим о паводковой ситуации в регионе. Уровень воды на реке Лени повысился у Якутска. В течение суток ожидается подвижка льда на участке Покровск, Табага, Якутск, Кангаласы. У Якутска уровень воды над минимальным зимним повысился на 4,8 метра. Вчера, на 3 суток раньше, норма нижняя кромка ледохода на Лени достигла границ Хангаласского района, где у гидропоста Исить начался ледоход. Уровень воды при вскрытии в пределах нормы. Спад уровня воды наблюдается на реке Амге. По данным гидрометслужбы, уровень воды на гидропосту Амга в 16:00 составил 915 сантиметров. Спад за 4 часа минус 1 сантиметр, говорится в сообщении. Ранее на реке сформировался максимум весеннего половодья. Уровень воды составил 916 сантиметров, поднявшись за сутки на 10 сантиметров. В результате этого затопило пойменную часть территории. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит 2 участками на территории Ленского, Алекминского и Хангаласского районов. Нижняя кромка основного ледохода наблюдается у населенного пункта Мача. Уровень воды 714 сантиметров. А верхняя кромка у села Мурья. Уровень воды ниже рейки. Протяженность ледохода составляет 176 километров. Нижняя кромка второго участка ледохода на реке Лени наблюдается у села Кытыл-Дюра. Уровень воды ниже рейки, а верхняя кромка второго участка ледохода наблюдается у населенного пункта Хатынг-Тумул. Уровень воды ниже рейки. У Алекминска уровень воды ниже критической. Ледоход на реке Лени в устьевой части реки Алдан будет проходить 19-21 мая. Продолжается голосование по проектам «Комфортная городская среда». Активно ли в выборе территории участвуют алданцы, знает Руслан Павлов.
Если раньше за проекты благоустройства города голосовали очно, то теперь это можно сделать, не выходя из дома. Но и этот фактор пока не повлиял на активность алданцев, от которых ждут мнения по второму этапу проекта «Парк Золотой». Первый этап финансирования уже мы получили, да? 26 миллионов рублей сегодня – это реальные деньги. Мы нигде в бюджете города, района не найдем. Поэтому проект сам дорогой, в ценах 2020 года 77 миллионов рублей. Вторая очередь – это поддержка государственная, это только она. Да? И мы на сегодняшний день надеемся, что не сразу Москва строилась, но парк Золотой все-таки будет. Публичное обсуждение проекта началось еще в марте 2019 года. Тогда проектировщики во всей красе показали и рассказали, каким будет парк Золотой. И это действительно должна получиться территория с площадками, которые заинтересуют все возрастные категории, активными и спокойными зонами. Тогда проект впечатлил алданцев. Тот молодой архитектор, который приехал к нам из Якутска, она, в общем-то, все наглядно и очень по-простому, понятно все рассказала, что планируется, как это будет выглядеть в будущем. И мне кажется, если этот проект реализуется, то, я думаю, будут рады все жители и гости нашего города, от мала до велика. Пока за реализацию проекта проголосовали чуть более 1150 человек. Это чуть более 6% от общего числа жителей города. Идет голосование за комфортную среду. Парк Золотой, конечно, активность очень низкая, но, тем не менее, неравнодушных людей больше, чем противников этих мероприятий. Потратить 5 минут на нажатие кнопок на телефоне или в компьютере и проявить активную гражданскую позицию – невеликий труд. Однако горожане тратят часы на другие более ценные, по их мнению, вещи, просиживая в чатах социальных сетей и мессенджеров. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Сегодня в республике отмечается День оздоровительного бега и ходьбы, который был установлен в 1999 году по инициативе первого президента Михаила Николаева. С этим днем якутян поздравил глава региона Айсен Николаев. Отрадно наблюдать, как с каждым годом у нас в республике растет число людей, которые стремятся внести в свою повседневную жизнь посильную активность. И, конечно, скандинавская ходьба становится массовым видом спорта среди якутян. Укрепление и сохранение здоровья напрямую касается каждого человека, особенно сегодня, когда мы все переживаем сложный период пандемии и боремся с опасной болезнью, отметил Айсен Николаев. На этом все. Не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Немаловажную роль играет вакцинация. Сотрудники нашей редакции уже получили прививки. Не оставайтесь и вы в стороне. Спасибо за внимание и до свидания.